Ну хорошо, смотрите, не оскорбляя, с юмором. Это полезно, это нормально. Но не оскорблять. Я могу вам рассказать несколько реальных историй, которые, ну, вот, были, про которые знаю. Истории про вот эти... И в Древней Индии, и в Древней Японии, и в Китае были эти фалосы, как атрибуты античных времен плодородия. У чеченцев этого не было, потому как народ-то не древний. Мы пойдем с конем по полю. Когда объединяли наши народы, вот этот фалос, он стоял в музее во Владикавказе, его потом перевезли туда, и он потом стоял возле музея краеведения здесь, в Грозном. Когда произошли вот эти события, и Ингушская республика образовалась, у нас архивную службу там, музей краеведения, вот это работал Башир Чахкиев, известный у нас, и он и журналист был, и историк он был, кандидатом исторических наук был. Его послали вот забрать часть экспонатов, часть документов, связанных с ингушской историей, туда. Это уже Республика Ичкерия. Конечно, директор ничего ему не дал, и при разговоре, говорит, выяснилось, что он не очень-то обладает. Когда Башир сказал, что это же документы, это же наша история, мы не можем без своих документов, без исторических этих свидетельств, без артефактов, мы же должны республику. Тот сказал, у вас нету никакой ни истории, ничего. И когда, говорит, я разозленный вышел оттуда, говорит, закурил, говорит, и посмотрел, и с одной стороны, говорит, стоял этот каменный фалос. И он, говорит, сказал, хотя бы фал отдайте. А этот новый назначенный руководитель, он не очень-то грамотный парень был, видимо, говорит, вот в ичкерийской власти. А что и хую, и анцу. Вот этот Башир ему сказал, и юх, чем нас объединяли, говорит. 1,60 м, я говорил, да. Вот этот Кокурхоев, он, по-моему, имеет степень какую-то научную, да, Беслан Кокурхоев. Философия ингушского языка и культуры. Вот у него здесь, смотрите, надо отдать ему должное, он здесь некоторые интересные находки сделал, да, по склонению грамматических классов. Но он здесь одну вещь пишет, знаете, какую? Ну, неправильную, какую? У моих предков, говорит, мои предки его были великаны там на одной странице. И вот эти фалосы каменные, которые там наши родовых селений это забирали, я сколько. Это, говорит, реальный, говорит, фетиш, говорит, это от наших предков великанов. Это неправильно, неправильно, такие вещи неправильно. Вот это уже реальный разговор. Да, а не слово блудие. Это освященные, смотрите, десятками поколений. Это лечебные средства были от бесплодия. Представьте себе, у этих камней сотни поколений женщин молилась. Ялагер, Бербехаш. Да, пыль с этих употребляли воду, да, лечебную воду, которую освещал им жрец. Да, ну сегодня, конечно, это смешно и наивно. Но дети рождались у них. Да. Один раз Крупнов, знаете, как описывает? Он описывает в период наибольшего, говорит, расцвета ислама, говорит, в горах, вот здесь, 30-е годы, вот когда они там исследования делали. Ай баригиш моллаш, баригиш челмаш, тайохаш, баригиш бахара. В каждом хуторе, говорит, были свои муллы, говорит, дичь, анах, азвош. Засуха началась. Деггер доадыч, деггер молотыш, деггер закрыш, говорит, не шел, говорит, та сани элэр вэй дейлях таж илгат сахалыш де это дело кайк вэй элэр. Да.
Он на русском языке это описывает. Насколько же, говорит, я, говорит, тогда убедился, насколько же сильна была вера, говорит, убежденность вот этих древних ингушей, говорит, в те вот, ранние вот эти периоды, вот эти ранние века. Они встали у своего древнего храма, и так истово, говорит, со слезами на глазах молились Создателю, говорит, Визинга Аллах. Дох дейт лахая. Вот вы поверите, через день, говорит, начался такой дождь, он сносил, говорит, урожаи, посевы, говорит, сели образовал. Да, образовал. И потом, когда спросили, говорит, Бог нас спросили, что же делать? Юхда это вяло, как безве алрех. Да, опять у этого же храма встали, говорит. Он на русском это описывает. Опять попросили Всевышнего Создателя, Бог возьмел, Аллах дал, создет мой азб. И остановился, говорит, дождь. Пешчахану вейдей. Да. Слава носители. Баркал Халчан, спасибо вам за внимание. Я постараюсь продолжить.